Қайырлы таң, құрметті достар. Талдау мектебіне қош келдіңіздер. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Уважаемые друзья, вы знаете, что мы этот проект «Школу аналитики» создали в прошлом году, и наша цель заключалась в том, чтобы помочь молодым специалистам, которые работают в сфере аналитики, работают на государственной службе, работают в научных структурах, усовершенствовать практические навыки подготовки аналитических материалов. Сегодня у нас, к сожалению, отсутствует системная подготовка аналитиков. Ну, я думаю, что мы не исключение. Во многих странах такая система отсутствует. Практически всем практикующим аналитикам приходится учиться в процессе работы. Зачастую это происходит несистемно, недостаточно эффективно. Конечно, есть научные институты, научная школа, но в то же время аналитика, она несколько отличается от научных исследований. Об этом мы сегодня тоже с вами будем говорить. Поэтому мы решили создать площадку, где поколение более опытных аналитиков делилось бы своими знаниями, своим опытом с молодыми коллегами. Наш первый образовательный курс мы запустили в феврале прошлого года. Первыми слушателями школы стали 40 молодых специалистов. В течение 2 месяцев они прошли очень интенсивную программу, послушали лекции, поучаствовали в семинарах. И выбранный формат оказался удачным и востребованным. Большинство слушателей позитивно оценили свое участие в проекте. Они делились с нами, что увеличили свои знания, улучшили свои навыки. И в течение этого года, в течение прошлого года, мы получили очень много запросов на возобновление обучения. Поэтому, учитывая востребованность школы, было решено провести второй набор. В этом году число желающих было больше, более 300 молодых специалистов подали заявки на участие во втором потоке, и мы отобрали 60 человек. И хочу поздравить всех вас с прохождением конкурсного отбора и участием в этой программе. Надеюсь, наш проект будет для всех вас полезным. Очень много интересного вы здесь получите. И мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы и все лекции были содержательными, практические занятия были интересными. И желаю успехов всем вам в совершенствовании аналитических навыков. Перед тем, как мы сейчас начнем какие-то вещи с вами проговаривать, я хотел бы какой-то, как говорится, фидбэк от вас получить. Буквально в одном предложении. Просьба сейчас, кто готов ответить на вопрос, что вы ждете от школы аналитики? Что вы ждете? Что? Зачем вы здесь? Зачем вы готовили документы, писали эссе? Зачем вы хотите потратить 8 своих суббот? У вас же у всех есть чем заняться, видимо, там есть какие-то там свои планы, личные дела, там, да? На работе, видимо, какие-то задачи есть. Поэтому, пожалуйста, поднимайте руки, буквально давайте 5-6 человек послушаем, что вы ждете от школы. И я вам сразу честно скажу, сможем мы вам это дать или не сможем вам это дать, чтобы у вас тоже не было потом разочарования. Пожалуйста, вижу одну руку, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Қайырлы күн, қайырлы таң. Сіз секілді тағы да басқа үлкен сарапшылардан, мамандардан өз саласы бойынша үздік тәжірибені бөлісу және талдаушы әріптестермен байланыс орнату. Рахмет, өте орынды. То есть, таким образом, наш молодой коллега говорит о том, что получить какие-то знания, изучить опыт старших коллег, ну и познакомиться с другими молодыми специалистами, ну, дальше для возможного сотрудничества. Да? Раз. Еще. Пожалуйста.
Кайрл Тан, меня зовут Даурен Албакиров, учусь в США по Булышаку. Хотел бы научиться от коллег, от спикеров, и в том числе предложить идею, допустим, правительственный акселератор, который существует. Вот в Дубае, в Узбекистан тоже уже внедрил, когда в течение 100 дней тестируется какая-либо инициатива на государственном уровне, локально, допустим, и потом масштабируется уже допустим, на казахстанском уровне. И это можно делать в любых сферах там, здравоохранения, обороны, государственного управления. Допустим, Дубай поставил цель в течение 100 дней снизить смертность на дорогах в 2 раза. И они в течение 100 дней скооперировались, государственные структуры, частные структуры, и снизили смертность за 100 дней в 6 раз. То есть превысили. Хорошо, спасибо. Спасибо, очень интересно. Так, еще. Так, вижу руку, пожалуйста. Всем доброе утро. Одна из моих целей участия – это вот при работе часто сталкиваемся с большим количеством информации, с большими данными, и научиться правильно структурировать эту информацию. Спасибо. Хорошо, очень важный такой аспект работы с информацией. Пожалуйста. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Осы аналитика мектебінде мен слушатель ретінде қатысып жатырмын. Қатысу себебіндегі ең басты мақсатым, мен негізі статистик демографпын. Осы салада жаңағы бізде статистикада өте көп мәліметтер, қолданылмай тұрған мәліметтер, және де өзімнің аналитикалық әдістерімді, білімімді осы жердегі әріптестермен бөлісіп, және осы біздің мемлекетімізде қалай дұрыс статистиканы қолдану және оған қалай дұрыс аналитиканы қолдану. Және бірінші кезекте еліміздегі демографиялық мәселе ол өте ауқымды сұрақтардың және мәселелердің бірі. Сол салада өзімнің үлесімді қосып, және осы жердегі мықты эксперт мамандардан білімімді одан әрі шыңдау келіп отырмын. Өте дұрыс, өте жақсы, рахмет. Совершенствование знаний, научиться каким-то методам работы с статистическими данными. И по оценкам нашего молодого коллеги, многие данные статистические сегодня не используются, не включены в такой оборот для обработки и так далее. Интересно? Так, пожалуйста. Доброе утро всем. Меня зовут Камиля Тлеубаева, я религиовед, эксперт в сфере терроризма и экстремизма. И я здесь, чтобы узнать современные тренды и подходы в аналитике в различных сферах, потому что религиозная ситуация зависит от многих социально-экономических факторов, и поэтому я бы хотела узнать современные подходы, методы, которые есть и в других сферах, чтобы их применить в своей работе. Хорошо. Да, тоже очень важно изучение методов, которые есть в различных направлениях. Пожалуйста, давайте еще пару человек послушаем и все. Так, пожалуйста, девушка. Будет правильно, если вы все представляться будете. Ну, что в процессе, чтобы мы все познакомились. Сальмет меня зовут Айнура Рахматалиева, руководитель проектного офиса Министерства информации и общественного развития. Так же, как и коллеги, в первую очередь это повышение своих аналитических, профессиональных навыков. Также темой школы аналитики 2 является это региональное развитие Казахстана. И очень важно тоже повышать навыки эффективного межведомственного взаимодействия. Также в каждом регионе есть проектные офисы, с которыми мы тесно сотрудничаем. И хотелось бы в дальнейшем полученные знания также масштабировать, поделиться с коллегами. Ахмед. Спасибо. Да. Важный аспект. В рамках школы будем заниматься региональной проблематикой, преимущественно анализировать. Будут лекторы на эту тему выступать. Хорошо. Так, пожалуйста. Меня зовут Гульден Каскарбаева, эксперт внешнеполитических исследований. Я думаю, что школа аналитика Талдау Мектебе — это прежде всего возможность получить новые знания, расширить кругозор, возможности формирования новых контактов, обмена мнениями с экспертами. Тем более у нас есть такая уникальная возможность получить знания у ведущих опытных экспертов, да, специалистов в этой области. Я думаю, что это прекрасная возможность также оттачивания наших профессиональных навыков. Также думаю, что это
именно вот аспект на региональном развитии, да, на региональных аспектах развития будет способствовать именно более лучшему пониманию проблем, ситуации в нашей стране, а также самая главная задача, я думаю, что это именно получить знания в области вот аналитических методов именно, структуру исследования, как именно вот сформировать единое представление у исследователей, аналитиков о написании аналитического материала, так как аналитический материал — это основа управленческих решений в нашей стране. Хорошо. Изучение методов аналитических исследований, научиться чему-то новому. Хорошо. Коллеги, в целом, в основном же все, наверное, какие-то аспекты мы сказали, да? То есть есть у кого какие-то мысли, которые не связаны вот с этими моментами, которые подняли коллеги, отметили, что они чему хотели бы научиться? Ну, то есть вы все согласны, да? Хорошо. Хорошо, друзья. Ну, я вижу, нам по пути. Мы постараемся помочь вам научиться каким-то методам. Мы постараемся вам рассказать о подходах, которые есть в системе государственного управления, как лучше организовывать аналитическую деятельность в системе госуправления. Мы постараемся дать вам новые знания. Мы постараемся расширить ваше восприятие действительности мира, чтобы вы более глубже какие-то процессы понимали. Мы постараемся расширить ваш кругозор, какие-то ценные идеи, мысли вам дать. Но мы не сможем за эти 8 суббот сделать одну вещь. И мы здесь должны с вами договориться изначально сразу. Мы за эти 8 недель не сможем сделать из вас аналитиков. Вот давайте сразу. И вы меня правильно понимаете, и потом, чтобы у вас были правильные ожидания от нашей программы, мы из вас не сделаем аналитиков. Чтобы подготовить, вот по моей практике, вы знаете, что я и работал в аналитическом центре администрации президента, в начале своей профессиональной деятельности, возглавлял аналитический центр Совета Безопасности, руководил Казахстанским институтом стратегических исследований, возглавлял Институт мировой экономики и политики, будучи в администрации президента заместителем руководителя, занимался вопросами, что курировал аналитическую деятельность, аналитические структуры. То есть продолжал заниматься этой деятельностью. То есть есть у меня определенный опыт, багаж знаний. И я могу сказать, что примерно вот по моему опыту, чтобы подготовить более-менее такого профессионального аналитика, пишущего, самостоятельно какие-то вещи, которые может исследовать, все это очень структурированно изложить, нужен минимум 1 год интенсивной, чуть ли не ежедневной работы вместе. В какой-то команде аналитиков, уже состоявшихся, которые уже не учатся, а работают. Вот в этой команде, находясь в гуще, минимум 1 год, постоянное ежедневное общение, ежедневные задачи, ежедневные корректировки текста, ежедневные какие-то там обсуждения, мозговые штурмы, редактирование текстов, не принимает текст начальство, разбираешь ошибки, почему это произошло, почему недовольны адресаты нашим текстом. Вот ежедневной такой работы в течение года, очень интенсивной работы. Плюс каждый день 200 страниц профессионального текста, чтения, ни соцсети, ни Инстаграм, ни Фейсбук, профессионального текста, статьи из научных журналов, книги, исследования других аналитиков, каждый день 200 страниц. Но понятно, что нужно заниматься скорочтением, быстро осваивать текст, то есть нельзя сидеть там часами, то есть просто нету времени, чтобы 200 страниц целый день читать, надо быстро читать. То есть каждый день 200 страниц, каждый день работа с текстом, каждый день мозговые штурмы, каждый день разборки. Вот в таком формате минимум 1 год уже человека можно дальше пускать в самостоятельное плавание. Давать ему задание, он будет
что-то там писать, что-то приносить, что-то будет пытаться делать. Вот уже более-менее начинающий аналитик, 1 год. Когда вот в таком формате человек работает 10 лет, 15 лет, вот тогда можем сказать, что он состоявшийся аналитик. В таком формате. Ну, чуть меньшей интенсивностью, чуть большей интенсивностью. Поэтому, коллеги, мы вам постараемся накачать новыми знаниями, рассказать о методах, поделиться своим опытом. Но мы не сможем из вас сделать аналитиков в течение вот этих буквально нескольких занятий. Поэтому правильно все воспринимайте, но мы что сможем сделать? Это очень важно. Мы постараемся вас подтолкнуть в нужном направлении. Мы постараемся дать вам импульс. Мы постараемся приboдрить вас. Мы постараемся поддержать вас, направить. Вот дальше вы идете самостоятельно. То есть мы видим свою задачу в том, чтобы дать какой-то толчок вам в профессиональном росте. И вот в таком аспекте мы будем выстраивать все наши занятия. Коллеги, я рекомендую, вот посмотрите все лекции, подготовьтесь перед лекцией Андрея Баумейстера, посмотрите его лекцию. Перед лекцией Анастасии посмотрите ее лекцию, подготовьтесь. Тогда и им будет легче какие-то вещи пропускать, не повторять, а новый какой-то материал вам дать. Или больше времени оставить на обсуждение, на дискуссии, на ответы на ваши вопросы. В целом хочу отметить, что школа аналитики – это волонтерский проект. Это мы с моими коллегами, работниками Сената, ну, с рядом других экспертов, специалистов инициировали по предложению Клуба молодых экспертов при Сенате эту школу. Занимаемся на волонтерских началах. И вот мы видим в этом свою миссию – помочь вам, улучшить ваши аналитические навыки, научить вас чему-то из своего опыта, научить, как методиками пользоваться, как анализировать информацию. И мы видим, что сейчас спрос на качественную аналитику очень высок и, похоже, будет дальше только расти. В целом, уважаемые друзья, вы видите, что сегодня мир очень непростой, очень сложный. Непростые процессы идут в нашей стране. Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев инициировал масштабные реформы, экономические, социальные, политические. Вы видите, что вся конструкция политическая меняется. В Конституцию внесены важнейшие изменения. Идет борьба с олигополиями, с монополиями. Идет очень большая работа по возврату незаконно вывезенных активов из нашей страны. Усиливаются демократические процессы в Казахстане. Все это идет очень сложно, непросто. И в этих условиях нужны сильные кадры. Сильные кадры, в том числе с аналитическими способностями. Нужны специалисты, которые ясно мыслят, видят фундаментальные вещи за текущими событиями. Не просто там идут или остаются под влиянием каких-то конъюнктурных вещей, или следуют общему хайпу, который время от времени разворачивается в социальных сетях, а видят фундаментальные вещи за теми процессами, которые происходят в нашей стране. Видят фундаментальные потребности нашей экономики, нашего общества, которые понимают, куда движется Казахстан, понимают, что нужно делать Казахстану, какие решения наиболее эффективные. Вот такого рода кадры сегодня очень нужны для нашего государства. И мы надеемся, что наш проект будет способствовать подготовке именно таких кадров в нашей стране. И большинство из вас, или все вы, на том или ином участке, кто-то на госслужбе, кто-то в научных институтах, кто-то в секторе НПО,
на каких-то направлениях все вы будете вносить свой вклад в развитие Казахстана. Формирование справедливого, стабильного, демократического Казахстана. И будем на это работать. И я очень надеюсь, что в том, чтобы формировать такие кадры, наша школа тоже поможет вам. И ваше время, которое вы здесь проведете, будет очень плодотворным и полезным. Уважаемые друзья, давайте мы посмотрим на следующий слайд. Вот хотел бы начать свою лекцию с того, в каком мире мы сегодня живем. Сегодняшний мир сложно непростой. Но если вот так выделить наиболее характерные особенности современного мира, да, возможно, вы что-то могли бы сами добавить сюда, что-то, может, дискуссионно, но в целом я постарался обозначить ключевые тренды, которые влияют на современный мир. Во-первых, мы живем в мире, который очень удачно, мне кажется, Харари охарактеризовал как post-truth world. Эпоха, если в таком переводе, эпоха постправды, да? Примерно так, наверное, можем перевести. Что характерно для этого мира? Характерно то, что объективная истина уже мало кого интересует. Вот многие из вас, наверное, здесь люди с научным бэкграундом, да? В науке как мы привыкли? Есть объективная истина. Мы ее ищем. В этом цель всей нашей деятельности. Может быть, цель всего человечества в поиске этой истины. Сегодня другая концепция. Сегодня мы видим, что критерием истины становится вера и эмоциональная убежденность в своей правоте. То есть эмоциональная убежденность сегодня выдается за критерий истины. Если человек верит в что-то, и это считается для него и для той социальной группы, которая придерживается примерно таких же взглядов, это считается самым правильным, истинным и обсуждению не подлежит. Сегодня мало кто задумывается о каких-то объективных вещах, о развитии в целом глобальном. Куда мы идем, куда наше общество идут. И кроме того, мы видим сегодня, какой высокий уровень манипуляции общественным мнением. Не будем сейчас в детали уходить, я думаю, вы в процессе обсуждения, может, там можно будет поговорить об этом, но мы видим сегодня, что людьми манипулируют, что многие люди оказываются объектами этой манипуляции. На основе этой манипуляции формируют свое мировоззрение, свои взгляды. Возможно, процессы здесь еще глубже. То, что манипулируют, это как бы первый уровень. Это первый уровень. Если глубже посмотреть, люди, видимо, сами хотят поддаваться этой манипуляции. А почему они хотят поддаваться? Это тоже требует такого изучения серьезного. То есть сегодня мы живем в таком post-truth world. И аналитики это должны иметь в виду в своей работе, исследованиях, в работе с информацией. Следующее. Меняется, вернее, будет сказать, трансформируется полностью парадигма международной безопасности и политики. Война в Украине зафиксировала, что система международной безопасности, сформированная после Второй мировой войны, сегодня не работает, изжила себя и, по сути, неадекватно складывающимся в мире тенденциям. Мы видим, что в результате вот тех процессов, которые идут в Украине, последующие годы, видимо, нужно будет заново формировать всю систему международной безопасности и будет заново формироваться мировая политика.
как этот процесс будет развиваться, что здесь будет что здесь будет самым главным, какие детерминанты здесь будут наиболее активными. Это процесс обсуждения. Сейчас, наверное, мало кто об этом может говорить, и все, что мы будем говорить, это все будет больше из области спекуляций. Но думать в этом направлении уже нужно. То есть вся система международной безопасности, которая сформировалась после Второй мировой войны, система ООН, различные договора по нераспространению оружия, там, сокращению вооружений, СБ ООН, другие институты сегодня показывают свою неэффективность и уже фактически неадекватность тем процессам, которые складываются в мире. Соответственно, уже произошел слом всей этой системы. И теперь что-то новое должно вырасти. А что это будет? Как этот процесс будет развиваться? Это большой вопрос. Конечно, это предмет очень интересный для дискуссии, для обсуждения. Может быть, мы на одной из своих площадок этот вопрос тоже отдельно вынесем. Я имею в виду не в рамках школы, а в рамках наших других площадок. И я думаю, что очень интересная дискуссия может получиться. Следующий аспект. Чем характеризуется современный мир? Это новая технологическая революция, то, что принято называть индустрия 4.0. Сегодня мы видим, как развиваются цифровые технологии. Мы видим, что развивается интернет вещей, искусственный интеллект. И это все эти процессы, они не только останутся в наших гаджетах, телефонах и так далее. Вот те процессы, которые происходят, связанные с цифровизацией, с развитием искусственного интеллекта, все это в конечном итоге фундаментальным образом повлияет на человеческое общество. Мир изменится, люди изменятся, культура людей изменится, наша цивилизация изменится в конечном итоге. То есть цифровизация — это не только телефон и хорошая связь. Произойдут серьезнейшие изменения. И, наверное, это уже не перспектива каких-то тысячелетий. Все может произойти гораздо раньше. Следующая тенденция — кризис традиционных ценностей институтов. Вообще тоже очень такой важная, серьезная проблема, и она не одномерная. Она очень глубокая и сложная. Мы сегодня видим, что консервативные представления о семье, традиционных социальных ролях находятся под давлением так называемой культуры diversity and inclusion. То есть разнообразие и инклюзивность — это, в принципе, правильные вещи. Разнообразие, diversity. Мы все же за diversity поддерживаем туда-сюда. Особенно все, кто как-то соприкасался с западным образованием и так далее. Да, diversity, все правильно, inclusion, конечно, все мы, да. Хорошо, конечно, да. Но есть обратная сторона этих процессов. Разрушается институт семьи, какие-то традиционные ценности. Видимо, это связано и с другими тенденциями, о которых мы сегодня говорим. Да? Это вот мир же меняется, люди меняются, цивилизация наша меняется. Все же взаимопереплетено. И это тоже, кстати, один из методов. В аналитике надо понимать, что все взаимосвязано. И поэтому при целом поддержке этих процессов по diversity, inclusion, мы в то же время должны понимать, что есть определенный эффект от этих процессов. Есть такой очень сильный философ, психолог, специалист по каким-то различным сферам, связанных с психологией. Ну, и он больше такой, как и публичный оратор, сейчас активно выступает, Джордан Питерсон. Джордан Питерсон, у него есть несколько таких книг. И кстати, книги-то
почитаете, но есть у него и очень интересные лекции на YouTube о Боге, о религии. Очень интересные размышления о современном мире. Вот это вот один из таких консервативных интеллектуалов, который защищает консервативные ценности, такие как религия, семья и так далее. И очень серьезные на него идут нападки. Очень серьезные, чуть ли не изгоем его объявили. То есть это тоже вот очень интересный кейс. Я почему рассказываю о нем? Я рассказываю, что даже вот такого рода очень интеллектуалы, консервативные интеллектуалы, сегодня подвергаются таким мощным нападкам, буквально их выталкивают из разных сфер под влиянием этой культуры diversity. Я еще раз говорю, мы все не против этой культуры diversity, inclusion, но мы должны понимать, что где-то могут быть перегибы. Следующая тенденция – это ситуация поликризиса, переплетение множества глобальных вызовов и угроз. Современная мировая реальность – это сегодня цепь накладывающихся друг на друга кризисов. Но мы же живем из кризиса в кризис. Или один кризис налагается на другой кризис. Пандемия. Сейчас же немножко уже начали забывать о пандемии, но помните, 2020 год какой был тяжелый, какой был страшный. Не исключено, что какие-то новые пандемии могут появиться, новые вирусы могут появиться. Все же непредсказуемо в современном мире. Столкновение крупных стран, мировых стран, которые влияют на мировую ситуацию, геополитическое соперничество крупных держав, конфликты, войны, которые мы видим, энергетические и продовольственные кризисы, изменение климата — это все сегодня реальность. Мы живем в таком состоянии поликризиса. Как из-за него выйти? Как дальше будет развиваться мир? Это большой вопрос. Таким образом, мы живем сегодня в эпоху неопределенности, дезориентации, отсутствия универсальных ценностей. В мире, где все быстро меняется, где вот такое сегодня, такие непростые тренды складываются, прежние примитивные шаблоны модели поведения уже оказываются неэффективными и бесперспективными. Именно поэтому сейчас особенно востребованы аналитические навыки и критическое мышление. В этих условиях аналитика — это инструмент, позволяющий понять современный мир и принимать правильные, эффективные решения. Повторю эту мысль. В таких сегодняшних условиях, непростых условиях, аналитика — это инструмент, позволяющий понять современный мир и принимать правильные, эффективные решения. Вот поэтому очень важно заниматься аналитикой, усиливать аналитические способности.